Горячая пора сейчас и у садоводов-огородников. На участках кипит работа. Полным ходом сажают картофель и другие плодовочные культуры. Развернулись уже и продажи рассады. Май в этом году теплый, поэтому с посевной никто не тянет. Анастасия Тюрнина не отстает. Вот один из полюбившихся дачниками зеленый базар. Рассада на любой вкус. Огурцы, помидоры, капуста, кабачки и, конечно, разнообразие цветов. По словам продавцов, в этом году рассада взошла хорошая. Слабенький лишь сладкий перец. Конкуренция очень большая, много народу стоит. И с той стороны, и то. Ну, потихоньку подходит народ, подходит все больше и больше и больше. Я думаю, что вся рассада у нас уйдет на огороды садоводам. В основном помидоры, огурцы, кабачки, ну и цветы. Особенно петуния в почете. Владимир Ивкин – дачник со стажем. Говорит, май в этом году шепчет: сажай да сажай. Сегодня по плану картофель. Садка идет хорошо, дети помогают, так что вот видите, все. Я только хожу, рукой вожу. Все посажаем, что на севере растет. Ограничений нет у нас никаких. Картошка посажена, лук посажен, морковка посажена, клубника цветет, ягод полно, все благоухает. На семена дачник не жалуется, но все же специалисты рекомендуют сажать районированные сорта. Это, скажем, Глория и Аврора. Они меньше подвержены фитофторозу. Да и урожай каждый год радует. Что касается новых сортов, да, мы в этом году новый сорт, он еще не районирован, но однако хороший сорт с хорошими качествами – это сорт Любава. Это красноклубневый сорт, раннеспелый, и вкусовые качества у него неплохие. Но фитофторозу он подвержен, но не в такой степени, как вот есть, очень сильно поражает. Посевная, конечно, для дачников радость, но вот специалисты предупреждают: жаркую погоду любят вредители, и они уже свирепствуют вовсю. Только развернулись листочки на смородине, уже пошел земляничный листоед. Вовсю летает и капустная белянка. Сейчас уже многие культуры цветут, поэтому обработки делать не рекомендуем. Уже после цветения нужно будет обязательно пройтись по участку, посмотреть, потому что пошел уже клещ. Он очень любит жаркую погоду, поэтому он уже не скрывает своего существования. Везде уже его можно встретить. Вот, тля пойдет, и уже, собственно, я наблюдала на своем участке, что листочки скручиваются, это значит однозначно там есть тля. Поэтому этот год нужно быть во всеоружии. А это значит, стоит заранее запастись биологическими и химическими препаратами для борьбы с болезнями и вредителями. По словам синоптиков, лето будет сухим, но непредсказуемо переменчивым. Жара будет сменяться прохладной погодой. Перепады температур будут сильно влиять на культуры, поэтому за ними понадобится двойной уход. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.